Добрый день, коллеги. Приветствуем всех участников на нашей пресс-конференции, участников фестиваля грамотности, который проводится в рамках акции «Тотальный диктант» в Якутии. Я сейчас расскажу, как мы будем работать. Сначала я представлю наших гостей, потом коротко дам каждому из них слово, и потом вы сможете задать свои вопросы. Итак, у нас сегодня присутствует Ольга Александровна Рябковец, директор фонда «Тотальный диктант», Андрей Валерьевич Геласимов, наш земляк, писатель, автор «Тотального диктанта» 2020 года, Вячеслав Сергеевич Беляков, член штаба «Тотального диктанта» и член правления фонда «Тотальный диктант», наставник Якутска, Ирина Павловна Любимова, первый заместитель министра образования Республики Саха-Якутия, и Владислав Валерьевич Левочкин, первый заместитель министра культуры Якутии. Также у нас сегодня присутствует Галина Егоровна Жандорова, декан филологического факультета Северо-Восточного федерального университета, куратор «Тотального диктанта» в Якутии. Первое слово Ольге Александровне, прошу прощения. Друзья, добрый день. Я, наверное, коротко скажу в целом о тотальном диктанте. В 2021 году мы пишем тотальный диктант уже в 18-й раз. Впервые прошел он в 2004 году в Новосибирском госуниверситете. И с 2013 года пишут тотальный диктант в Якутске. Акция пройдет в этом году, как и всегда, по всему миру. Стартовала сегодня регистрация на площадке тотального диктанта, и уже можно регистрироваться для участия в акции. Она продлится вплоть до самого диктанта. От 1500 до 2000 площадок тотального диктанта по миру будет, и всего в районе 750 населенных пунктов России и 200 населенных пунктов за рубежом из 60 стран подтвердили свое участие в акции. Тотальный диктант можно будет писать на очных площадках. В этом году их, конечно же, больше, чем в 2020, когда совсем были суровые условия и ограничения на проведение массовых мероприятий, но, тем не менее, они есть. Также есть формат «Пишем дома», который возник в прошлом году, опять же, в связи с пандемией, и мы его сохраняем в 8, в 11, в 14 и в 23 часа по московскому времени. Можно будет под онлайн-трансляцию на сайте totaldict.ru написать текст тотального диктанта на бланке и либо проверить себя под разбор, либо сдать экспертам на проверку, если такая опция в том или ином городе доступна. Также есть возможность написать диктант в режиме онлайн с помощью автоматизированной системы проверки. Она будет доступна всем участникам акции в течение всего дня 10 апреля с 7 утра по московскому времени и до 23 часов 30 минут по московскому времени. И также 10 апреля с 17,5 часов, также с 7 утра по Москве, будет идти онлайн-марафон тотального диктанта. Это тоже новшество прошлого года, которое очень органично дополнило проект. И в течение этого времени мы будем общаться с гостями в студии, будем слушать разные интересные лекции о языке, в том числе о якутском языке. Будем говорить о тотальном диктанте, а также поднимать такие темы, как кино и семья, потому что неофициально этот год объявлен годом в кино в тотальном диктанте, потому что впервые текст акции был экранизирован, и тот рассказ, который называется «Обещание», который Дмитрий Глуховский в этом году специально написал для тотального диктанта, будет представлен всем участникам на каждой площадке, очной или онлайн, в виде фильма, короткометражного фильма «Обещание». И вот таким образом 10 апреля все наши участники попадут не только на тотальный диктант и праздник русского языка, но еще и на кинопремьеру. Также часть студийного времени будет из Якутии, из Якутска будет организована одна из студий марафона, и это все, естественно, связано с тем, что Якутск стал столицей тотального диктанта в этом году. И, опять же, трансляция с главной площадки акции в 8 часов по московскому времени или в 2 часа дня по местному времени будет вестись с главной площадки, и Дмитрий Глуховский будет диктовать текст и тем, кто соберется, жителям Якутска, и всем, кто будет смотреть в онлайне. Затем он тоже придет в студию марафона.
Кроме того, помимо того, что в дни диктанта пройдут мероприятия, и сам диктант, и мероприятия с автором текста, мы предложили и, к счастью, получили отклик на вот такую идею провести фестиваль грамотности в канун диктанта. Обычно мы передавали статус столицы таким тотальным путешествием. Это наша поездка на «Газелях» от одной столицы к другой. И так мы ездили из Новосибирска во Владивосток в 2018 году, в 2019 году мы ездили из Владивостока в Таллин, в 2020 году наше путешествие из Таллина в Санкт-Петербург было прервано в Калининграде в связи с пандемией, и в этом году мы начали думать над альтернативными формами проведения мероприятий, приуроченных к столице, к статусу столицы тотального диктанта, и возникла идея такого фестиваля грамотности. Это целая серия массивных событий, называется фестиваль, что представляется каким-то легким, ярким праздником, но у нас в первую очередь, конечно же, насыщенная рабочая программа, и мы очень надеемся, что те эксперты тотального диктанта, друзья проекта, филологи, литераторы и те представители штаба тотального диктанта, которые прибыли в Якутск для проведения мероприятий, принесут максимальную пользу. И все мероприятия будут яркими, интересными, главное полезными и дадут какой-то большой задел, я надеюсь, совместной дальнейшей работы в этом направлении. Спасибо. Спасибо, Ольга Александровна. И следующий участник, которому я хочу предоставить слово, это Андрей Валерьевич Герасимов. Да, я сказала Герасимов. Да неважно, друзья. Я очень рад, действительно, что мы приехали сюда с этой замечательной миссией. Тотальный диктант прибыл на якутскую землю, на землю Ланхо, и я думаю, это такое важное событие и для диктанта, и взаимно для Республики Саха. Я вот сейчас сижу, слушал Олю, и у меня есть такое ощущение, что я уже был в этом зале, немного из истории. В Доме печати, как называлось вот это место в 80-е годы, в свое время приютили театр-студию «Эхо» под управлением Петра Колбасина, режиссера Русского драматического театра. И я, по-моему, вот ровно в этом зале и играл спектакли. Вот я сейчас сижу, да, и как бы так смотрю, поэтому странная машина времени оказалась, я попал в то же пространство. И по-прежнему продолжаю заниматься творчеством. То, что начиналось в этом зале, продолжается. В рамках фестиваля грамотности под эгидой тотального диктанта будет много мероприятий, в которых и я буду в том числе участвовать. В частности, мы представим книгу, изданную в Якутске, мою книгу «Жажда» на якутском языке. Она вышла, там сборник произведений. В составлении этой книги мы придерживались того принципа, что все тексты, которые переведены на якутский язык и в этой книге изданы, они написаны здесь, в городе Якутске. Поэтому тут для меня очень важный момент представить книгу, написанную здесь, потому что я ее представлял уже, в общем, по всему миру, она переведена на очень много языков и экранизирована. И вот, наконец-то, у меня есть возможность представить ее в том месте, где она, собственно говоря, задумывалась и была написана. Вот, ну, будет еще много мероприятий. Я встречаюсь со своими коллегами в университете, с которыми тоже давно, много лет назад начинал работу. Я 10 лет преподавал в Якутском государственном университете, защитил диссертацию. Поэтому, ну, думаю, поработаем, будет интересно. Спасибо. Спасибо. Слово Вячеславу Сергеевичу Белякову. Я хотел бы акцентировать свое внимание на том, что Якутск в 2021 году – это не просто часть великого проекта, часть всемирного проекта, которым является тотальный диктант, это в первую очередь его столица, его центр. Всего 4 раза избиралась столица тотального диктанта пока. И в 2018 году первой избранной столицей тотального диктанта стал Владивосток. После этого на 2 года столица переехала на берега Балтики. Столицей был сначала Таллин, а потом Санкт-Петербург. И вот 2-й раз столица тотального диктанта вернулась в дальневосточный регион. Можно сказать, что
половину своей истории современный статус столицы пробыл на Дальнем Востоке, и мне кажется, это очень важно. Мне кажется, это характеризует людей, которые здесь живут, и показывает дальневосточный характер и то, что Дальний Восток, несмотря на то, что называется дальним, на самом деле очень близок. Да, на самом деле он очень близок, и в первую очередь близок к русскому языку и к русской культуре, о которой мы говорим, когда проводим тотальный диктант. И, конечно, очень важно, что состоялся этот фестиваль грамотности в Якутске, который сегодня начинается, точнее, начался он еще вчера, когда официально был передан статус столицы от Санкт-Петербурга в главном штабе Эрмитажа. Это случилось, статус столицы был передан от Санкт-Петербурга команде Якутска. Сегодня символ столицы уже здесь, в городе Якутске. Начинается фестиваль, в рамках которого пройдет большое количество мероприятий, которые, я уверен, будут важны и полезны для всей республики, будут полезны и для профессионалов, и для широкого круга слушателей, и для студентов, и для взрослой аудитории. И этот фестиваль плавно перетечет в тотальный диктант, который, как уже говорилось, состоится 10 апреля в 14 часов по якутскому времени. Автор текста Дмитрий Глуховский здесь в Якутске прочитает свой текст, и весь мир будет смотреть трансляцию с главной площадки Якутска. Я думаю, что для всех, кто пишет диктант во всем мире, на всех континентах, будет очень интересно и очень важно увидеть Якутск, увидеть Якутию и увидеть то, что Якутия предложит посмотреть в рамках нашего онлайн-марафона, в рамках всех мероприятий, которые здесь проводятся, не только слушателям и зрителям здесь, но и всему миру. Спасибо. Спасибо. Ирина Павловна, несколько слов от вас. Добрый день еще раз, наши коллеги. Мы вас ждали, и надо сказать, что мы готовились к фестивалю. Вот как сказали, что вчера в городе Санкт-Петербург, символично, что в прошлом году главной площадкой был Эрмитаж, и там был передан символ тотального диктанта команде республики. От имени штаба республики мы вас всех приветствуем. Мы желаем, чтобы фестиваль прошел плодотворно, чтобы наши задумки, совместные мероприятия прошли успешно. Надо сказать, что в рамках фестиваля будут работать площадки и для школьников, и для студентов, и для учителей, работников библиотек, культуры, образования. Вот, и для всех жителей республики. Транслироваться будут мероприятия на YouTube-канале, по интернету будут записываться, и будет доступ для всех жителей на самом деле. Вот, я хочу сказать, что сегодня являюсь куратором тотального диктанта Северо-Восточный федеральный университет. Все делает возможное, невозможное для работы нашего фестиваля. Очень активно участвуют наши преподаватели, вот, и студенты. Вот, всего в республике 10 апреля будет созданы площадки и онлайн, и офлайн режиме, поэтому всего 89 площадок, а в самой столице республики 23 площадки. И самая главная площадка республики – это Дом дружбы народов имени Кулаковского, вот, куда, конечно, придут все желающие. Как мы сказали, запись у нас начинается с сегодняшнего дня, 31-го, поэтому, дорогие жители республики, можете начать уже регистрироваться, а можно и в районах, сельских библиотеках, в школах подойти, тоже принять участие. Мы вас всех приглашаем на все мероприятия тотального диктанта. Спасибо. И Владислав Валерьевич, вам слово. Ну, разрешите еще раз поблагодарить Ольгу Александровну за такое доверие
вообще нашему штабу тотального диктанта, который ежегодно очень много действительно сил вкладывал для того, чтобы проводить на высоком уровне это мероприятие. Всегда оно было очень с большим таким откликом, встречалось у населения, всегда очень активно. И у нас вообще на самом деле культура диктанта очень активно развивается. Есть различные другие диктанты, которые тоже после этого появились на якутском языке, посвященные, допустим, якутской культуре, хамусный диктант, диктант по Аланху и так далее. Очень много у нас наших собственных региональных диктантов появилось. И вообще надо сказать, что Якутия – это многонациональный регион. У нас помимо 2 государственных языков есть еще 5 официальных языков, на которых тоже активно работают средства массовой информации, обучаются они в школах. И вот это вот многообразие, надо еще отметить, у нас есть уникальные культурные феномены, такие как, допустим, русско-усинская культура, ямщицкая, казаческая, пашенная, ямщицкая, да, это такие вот явления, которые, вообще уникальны для в целом вообще мировой русской культуры. И вот как раз-таки первопроходцы, те, кто приходили сюда в разные периоды времени, связывали свою жизнь с Якутией, оставались здесь и до сих пор сохраняют вот эти вот культурные традиции. Я думаю, это будет интересно тем специалистам, которые к нам приехали, как филологи, которые проводят семинары с нашей аудиторией. Вообще в целом фестиваль – это большой праздник также для работников библиотек нашей республики. Вот к тем площадкам, которые в школах, у нас еще добавляются 186 площадок по библиотекам. И наши библиотекари очень тоже активно участвуют в проведениях акции «Тотальный диктант». И вообще у нас сейчас такой ренессанс библиотечный, можно сказать, вот в условиях пандемии. Повышается читательский интерес, у нас объемы книговыдачи увеличились в 4 раза. Если в 2019 году было 435 тысяч, то сейчас 2 миллиона 858 тысяч. То есть это вообще значительный прорыв, и это, конечно, в основном через цифровые технологии, через электронные книги. И здесь мы даже где-то опасаемся вот такого большого наплыва, поскольку наши технические возможности не всегда позволяют удовлетворить такую потребность, такой интерес. И надо сказать, что вообще у нас есть тоже свои писатели, которые пишут на якутском языке, на языках коренных малочисленных народов Севера. И благодаря этому, в том числе, у нас активно развиваются такие формы искусства, как театральное искусство, киноискусство. И я думаю, что в этом тоже у нас очень много общего, и наш опыт может быть интересен другим регионам. Подготовлена обширная программа, у нас будут встречи с читателями наших гостей, будут мастерские, в том числе в школе драматургов Арктики, встречи с нашими гостями, авторами текстов тотального диктанта. И очень благодарим тоже Ольгу Александровну за открытие Центра грамотности в Национальной библиотеке, который произойдет у нас 2 апреля. Мы уже получили 11 книг, которые нам передает фонд тотального диктанта. И вот сейчас готовимся к тому, чтобы сделать еще такой батарик для наших читателей. Программа очень насыщенная. Просим единственное, чтобы все желающие принять участие заранее записывались, поскольку сейчас есть еще ограничения определенные, поэтому необходимо заранее записываться по телефонам и приглашаем всех к активному участию в мероприятиях. Спасибо. Спасибо. Коллеги, сейчас можете задавать свои вопросы. Я попрошу вас подходить к микрофону, чтобы вас слышали не только мы, но и зрители нашей трансляции. Здравствуйте, Юлия Бочкарева из Итартас. У меня 2 вопроса. Хотела бы узнать в условиях пандемии, как будут работать площадки, которые будут в очном формате, и будет ли акция охватывать, получается, все районы Якутии. 2 вопрос. Расскажите, пожалуйста, именно про экранизацию текста тотального диктанта. Когда он будет презентован, какой хронометраж и когда проходили съемки? Спасибо. По площадкам мы ответим. Мы сказали, что это учреждение образования и культуры.
соблюдая все требования сегодня в режиме, в котором мы живем. Мы должны соблюдать и дистанцию, и средства индивидуальной защиты, это обязательное требование, вот, поэтому будет соблюдаться. Но на самом деле желающих участвовать сегодня очень много. В прошлом году приняли участие более 2500 человек в республике, а нынче более 4000 уже заявлено, желают принять участие, поэтому мы думаем, что площадки все районы охвачены, даже арктические районы северные. В общем, вся республика будет принимать участие. Ну, здесь нужно сказать, что централизованная идет регистрация, да, через сайт тотального диктанта на офлайн участие и онлайн участие, поскольку и та, и другая форма, но требует регистрации, и нужно сделать это предварительно, то есть запланировать свое участие либо в заочной форме, либо в очной. Это организатор. И очень важно, что даже если в каком-то месте нет тотального диктанта, нет офлайн площадки тотального диктанта, всегда можно принять участие онлайн. То есть на сайте смотреть трансляцию, в том числе и в первую очередь, наверное, трансляцию центральной площадки в городе Якутске, и либо писать диктант в цифровом виде на сайте, либо принимать участие в формате «Пишем дома». Да, по трансляции я хочу добавить, что это будет Якутия-24, будет одновременно транслировать. В режиме диктант могут написать абсолютно все. Что касается текста тотального диктанта, здесь мы, знаете, каждый раз, и Андрей Валерьевич, наверное, тут не даст соврать, мы стараемся не ограничивать автора в его творческом каком-то порыве, когда просим написать текст специально для тотального диктанта, и мы просим написать текст, состоящий из 4 частей, объемом примерно 250-270 слов, объединенных общей идеей, и эти части диктовались бы в разных часовых зонах. Плюс к этому мы просим еще написать небольшой текст демо-диктанта, который мы обычно до акции выдаем в качестве тренировочного. Он может перекликаться, может не перекликаться с темой диктанта. И вот в случае с Андреем Валерьевичем он был таким отголоском текста, то есть событиями, которые произошли уже после событий, описанных в тексте тотального диктанта. Он рассказывал, текст был «Время вперед», как раз о полете Гагарина в этом году. Как нельзя актуален, как более актуален этот текст, а сам текст посвящен Циолковскому. И вот когда мы в этом году, вернее, еще в 2020-м, Дмитрия Глуховского попросили написать текст, обратившись к нему с такой же просьбой, ответ мы получили не совсем тот, который мы ожидали, то есть получается, что 5-я часть, демо-диктант, был настолько связан с 4 частями, что давать его в качестве демо-диктанта было невозможно, и более того, люди, которые написали бы только в своей часовой зоне одну часть и узнали бы только о фрагменте событий, описанных во всем рассказе Дмитрия Глуховского, они бы не поняли всю историю. И вот наша задача была очень практическая. Мы хотели понять и искали решение, как же донести до аудитории тотального диктанта всю историю, весь рассказ «Обещание», он так называется, который Дмитрий написал для нас. И при этом еще важно было не раскрыть фразы из текста, не передавать это словами из текста, чтобы, значит, сохранить чистоту соревнования, скажем так. И вот идея возникла снять, сначала мы думали, что может быть снять видео, потом мы подумали, ну да, может быть, это что-то вроде фильма должно быть, и мы обратились с этой идеей к Дмитрию, который дал контакты своей кинокоманды, продюсера Владимира Маслова, режиссера Ланы Влади, и мы в процессе недолгих переговоров поняли, что эта история действительно реальна. К счастью, нашелся партнер, потому что, конечно же, снять кино — это дорогостоящее мероприятие, особенно для общественной акции, такой как «Тотальный диктант», и группа компаний «Регион» профинансировала создание этого фильма. И 23 ноября начались съемки. Автором сценария стал Дмитрий Глуховский также. Мы провели, ну не мы, конечно, кинокоманда, но это было всегда очень тесное общение, взаимное. Провела кастинг актеров, и в фильме снялись Павел Деревянко, снялась Диана Пожарская, Наталья Чамбуридзе, Анна Слю, Ирина Чириченко,
Павел Чинарев и другие. В общем, такой интересный актерский состав подобрался. И к началу февраля съемки уже были завершены. Сейчас монтаж фильма уже завершен, он готов к показу, и на всех площадках тотального диктанта он будет продемонстрирован. Затем его нельзя будет нигде посмотреть до окончания того периода, когда картина проедет по кинофестивалям. И примерно в сентябре фильм вернется и на Кинопоиске, уже есть промо-страничка фильма «Обещание». Вот такая история у этого фильма, длится он 20 минут 16 секунд. Ольга Александровна, вообще вот запись, получается, завтра начинается, да, регистрация? 1-го? Нет, регистрация с 31-го. С сегодняшнего дня, да. Коллеги, сегодняшнего дня. Да, случился сейчас небольшой сбой еще с сайтом, видимо, от наплыва желающих, но мы решаем, уже восстановлено, в принципе, регистрация уже доступна, да, поэтому с 31-го и либо до заполнения мест на площадке, либо до момента тотального диктанта можно регистрироваться. Всем добрый день. Кристина Степанова, пресс-служба Северо-Восточного федерального университета. У меня 2 вопроса к Ольге Александровне и Андрею Валерьевичу. Первый вопрос. Ольга Александровна, как вы оцените деятельность университета, в частности, филологического факультета по продвижению русского языка, литературы, культуры не только среди населения Якутии, но и за пределами страны? За пределами страны Якутии. Не только среди населения Якутии, но и за пределами страны. Я, наверное, вряд ли могу глобально сказать, да, потому что мы работаем в аспекте тотального диктанта, но то, что касается организации проведения тотального диктанта и нашего опыта общения с коллегами в начале марта, когда мы с Вячеславом приезжали и проводили тоже подготовительную работу по фестивалю грамотности, здесь и в принципе дистанционную нашу работу, это было тоже неоднократное совещание и так далее, я могу, наверное, выразить только восхищение, потому что видно, что это, во-первых, люди увлеченные своим делом, во-вторых, действительно Якутия очень интересный и богатый на темы, наверное, исследовательских работ, на тему для работы филологов именно, и видно, с какой любовью действительно филологи относятся и к национальным языкам, и к тому, чтобы сохранить, сберечь, передать и студентам, и, возможно, последующим поколениям то языковое богатство и то языковое наследие, которым обладает Якутия. И что касается русского языка, я, наверное, здесь могу так немножко откровенно сказать. У меня было некоторое опасение, когда мы предлагали идею с фестивалем грамотности, мы думали, не вызовет ли это отторжение, потому что вы в наш национальный регион с засилием русского языка, скажем так, вторгаетесь. И на самом деле, насколько нет ситуации конфликтной, насколько очень, не знаю, органично, с совершенно абсолютным пониманием, что есть очень сильная позиция национальных языков и очень важная роль русского языка. И в этом плане, конечно, я достаточно быстро успокоилась, и работать стало комфортно и приятно. И для нас, например, очень важно, что сейчас в рамках фестиваля грамотности к нам приехал Антон Сомин, специалист, лингвист из Высшей школы экономики. Он сам является инициатором Минского фестиваля языков, одним из организаторов Московского фестиваля языков и специализируется на общем языкознании. Он как раз очень много говорит о языковом многообразии, о родстве языков, о конфликте, о том, что одни языки заимствуют из других и как они живут и взаимодействуют. И мне кажется, эта тема для экспертов, филологов университета будет очень-очень близка. Вот. И видно, конечно, что и студенты реагируют на все с большим интересом. И программы повышения квалификации, которые мы предложили, опять
опять же, в формате идеи. Эти идеи были поддержаны горячо, и сейчас у нас завершаются уже 2 программы повышения квалификации. Одна называется «Динамические процессы в современном русском языке и литературе», и мы планировали их как программы, наверное, в первую очередь для школьных учителей, но мы видим, как увидели запрос от педагогов университета в этих программах принять участие. Отдельный запрос, который изначально, опять же, мы планировали провести только мастер-класс по русскому языку как иностранному, по преподаванию русского языка как иностранного, но получили тоже такой большой запрос на целую программу повышения квалификации, которая тоже в настоящий момент реализуется. И мы надеемся, что и тотальный диктант может внести какой-то вклад и помочь и опытом, экспертами, экспертизой, и этот фестиваль как раз станет, возможно, точкой и началом большого содержательного взаимодействия, которое, я надеюсь, продлится многие годы. А так, конечно же, слова благодарности, восхищения и признания в любви. Спасибо. Второй вопрос. Андрей Валерьевич, скажите, пожалуйста, как помог университет на пути становления вас в качестве писателя современности? Заранее благодарю за ответ. Ну, я сегодня на торжественном открытии нашего мероприятия уже говорил слова благодарности, буду с удовольствием их повторять, потому что действительно я, закончив 21-ю школу города Якутска, сразу поступил на факультет иностранных языков, будучи очень молодым человеком, мне было, по-моему, 17 лет, если не 16. И вот первые годы жизни, когда человек ищет себя, когда он ищет опору и понимание того, чем он хочет заниматься, они у меня, конечно, были связаны с Якутским государственным университетом. И замечательные педагоги, там Агамали Куламович Мамедов у нас был потрясающий просто лектор, да, фантастический. Я, как зачарованный, слушал его блистательные импровизации, монологи на 1,5 часа о культуре, о философии. Он у нас вел философию. Все это как-то наталкивало на мысль, что есть какая-то большая прямо жизнь, которую я не знаю, будучи 16-летним человеком. И в этом смысле, конечно, и другие педагоги, и профессор Бурцев, у которого я потом писал диссертацию под его руководством, очень многому у него научился. Очень многому. Он очень умный, потрясающе талантливый исследователь своего предмета, зарубежной литературы, но он меня научил одной жизненной вещи, которую я вот сейчас вам скажу, нашим зрителям, она даже важнее, чем все исследовательские вещи. Я писал у него диссертацию по Оскару Уайльду, восточное влияние, ориентальное влияние в эстетике и поэтике Оскара Уайльда. Это он предложил такую тему, что для меня было потрясающе неожиданно. Я ему сказал, а как Оскар Уайльд, британская литература, какой там ориентализм? Он говорит, почитай. Значит, я сижу, читаю, смотрю, вот здесь следы есть японизма, здесь буддизм возникает. То есть профессор Бурцев знал, о чем говорил. И вот, значит, я увлекся всей этой историей, много читаю. Университет, вот, кстати, опять же, университет отправил меня в Англию. Полгода я прожил в Йоркшире. Ездил и рассматривал библиотеку Уайльда. И, значит, очень увлекся. И Бурцев совершенно гениально мне сказал. Он говорит, ты когда диссерты писать будешь? Я говорю, так подождите, я еще вот это, вот смотрите, здесь вот эти темы, вот эту накопытил, еще вот это, вот тут еще куда-то уходят вот сюда следы, да, в индуизм и так далее. И Бурцев мне рассказал историю о своем однокурсники по московской аспирантуре. Он говорит, было так. Он говорит, накопил записок подготовительных к своей диссертации, чемодан. У него, говорит, под кроватью стоял чемодан. Так вот он, говорит, так ее и не написал, сказал Бурцев. Он, говорит, так увлекся исследовательской работой, не написал. И, значит, и мне профессор говорит, поэтому иди сейчас домой, возьми лист бумаги и напиши, глава 1. Я вот это сделал, и оно пошло. Потому что вот совет мастера был именно в этом заключался, да, что ты можешь увлекаться сколько хочешь, но пока ты вот не напишешь первую строчку, да, ничего не будет. И потом напишешь конец 1 главы. Я думаю, что я бы не стал писателем, если бы он меня не научил вот это практическому подходу
к работе с материалом, к письму, потому что я так бы ходил здесь по улицам Якутска и сочинял, быть может, какие-то истории, и так бы и не написал первых строчек. А Бурцев тогда сказал: иди напиши первую главу. За это я ему признателен до сих пор. Но он действительно очень мудрый человек, взял и стукнул меня так по затылку. Вот, поэтому университет огромную роль, конечно, сыграл. Да и не только это, много всего еще было. Я буду рассказывать это еще в течение целой недели на разных площадках. Спасибо. Коллеги, еще вопросы? Тогда можно я задам вопрос? У меня вопрос такой, наверное, к Андрею Валерьевичу, и, возможно, к Ольге Александровне. Когда идет подготовка текстов тотального диктанта, ставятся ли какие-то задачи с точки зрения с точки зрения сложности текста? То есть, может быть, есть какие-то обязательные правила, которые должны быть в этом тексте отражены? Может быть, какие-то синтаксические обороты и так далее? Я отвечу, потому что я испытал на себе все это. Не ставится никаких ограничений, предложений. То, что сказала Ольга Александровна 5 минут назад, это совершенная правда. Не ставится даже тема. То есть это все на усмотрение автора. Я, когда писал текст о Циолковском, причем, Толя позвонила, говорит: вот придумай, будете писать? Я так помялся, потому что ответственность большая. Говорю: я перезвоню. И вот стоял там у себя дома на балконе, думал, и у меня тема эта давно, она меня беспокоила, да, Циолковский. Как, в какую голову приходит такая мощная идея? Вот что меня волновало. И я отзваниваюсь Ольге Александровне, говорю: я буду писать про Циолковского. Она говорит, это, наверное, что-то будет такое пропагандистское, да, что-то такое ура-патриотическое. Я говорю: не-не-не, это будет глубоко личная история, очень психологически тонкая, и даже, говорю, сделаю место, где вы заплачете. Будет такое место, обязательно будет. Настолько меня волновала эта история. Вот и все, собственно говоря, вся работа. После того, как автор сдает текст, к нему приступают очень серьезные специалисты из филологического совета, там люди с учеными степенями крупные по русской филологии, и они уже там предлагают что-то изменить, действительно, там на момент редактуры. Но поскольку я уже 20 лет работаю с редакторами, не только в литературе, и не только с русскими, но и с французскими, с американскими, с немецкими, плюс еще кинематограф, где диктат редактора просто неоспоримый. Если вам редактор в кино говорит, как сценаристу, надо менять, значит, надо менять, спорить бесполезно. Поэтому я довольно привычно отнесся к этим правкам, и, насколько я видел, они все были нацелены на то, чтобы чуть-чуть все-таки текст стал с большими какими-то сложностями, да, потому что я не ставил перед собой задачу написать трудную историю для письма. Мне главное было рассказать мою эту печаль о великом человеке. Вот. Они там потом поправили, предлагали, они интересно предлагали, говорят, если вот здесь вот из двух предложений сделать одно, то тогда получится сложное сочинение, и здесь, возможно, какая-то непростая ситуация с точки зрения грамоты. И, я, естественно, поддерживал эти все идеи. Вот так идет работа. Я дополню небольшой комментарий. Сначала, видимо, началась с вас традиция довести организаторов тотального диктанта до слез текстом, потому что действительно Андрея Валерьевича был текст, он с одной стороны трогательный, с другой стороны очень вдохновляющий. И в непростой совершенно и для команды тотального диктанта, и для всего мира, конечно, этот год, 2020, этот текст, мне кажется, был просто каким-то глотком свежего воздуха, оптимизма и так далее. И фраза вот моя до сих пор любимая из текста: «Кому нужно небо, если полететь можно гораздо выше». И это такой, мне кажется, и для меня, в том числе и для проекта, девиз по жизни.
Что касается работы над текстом, мы недавно, кстати, были в Саранске с Владимиром Пахомовым, встречались с проректором университета, и там был задан вопрос, а как вот вам работать как раз с писателями, с текстом и так далее. И я процитирую здесь Владимира Марковича, который сказал, что автор чаще всего может согласиться на какую-то конструкцию, на замену какого-то слова, но сложнее всего писателю отказаться от образа. И я вспомнила это прекрасное, Андрей Валерьевич гложет «Любовь», за которой, вернее, против которого выступили филологи, которые отстояли в итоге в тексте диктанта. Я отстоял, да, мне это важно было. Да, ну и с другими авторами действительно были такие истории, когда филологи предлагают с точки зрения, была вот здесь было обоснование, что гложет любовь, так не говорят, потому что любовь — это хорошее чувство, а гложет — это что-то плохое. Но я здесь, я считаю, что я в тотальном диктанте негласно себя называю полномоченной по правам писателей и отстаиваю именно такие вещи, которые авторам дороги, может быть, даже если с точки зрения грамматики они смотрятся где-то не очень привычно. А что касается правил, то здесь нет необходимости совершенно ставить такое техническое задание. Дайте, пожалуйста, нам 10 безударных, да, 5 правил на 1-2 n и еще 3 не слитно или раздельно. Потому что тексты тотального диктанта, как ни крути, какими бы автор ни задумал их по тематике, по стилю и так далее, это примеры современного русского литературного языка. И в них встречаются ровно те сложности, которые встречаются нам и в других конструкциях, и в других текстах и так далее. И мы, знаете, у нас каждый год к тотальному диктанту можно подготовиться. В этом году это в основном, конечно, формат онлайн-школы, но обычно это и очные курсы, на которые можно прийти. И программу этих курсов каждый год филологический совет формирует, исходя из того, какие сложности встретятся в тексте тотального диктанта участникам. И мы понимаем, что базовые правила, которые отрабатываются на этих курсах, каждый год одни и те же. Это вот те, которые я перечислила минуту назад, там еще может быть ой-ё после шипящих, и, конечно же, пунктуация. Это сложно подчиненное предложение. Точка с запятой — это любимый знак филологического совета тотального диктанта. У него есть свой негласный девиз. Мы продвигаем точку с запятой как знак, по их мнению, не обоснованно забытый, обиженный и обделенный в языке, поэтому мы стараемся актуализировать его возможность. Ну и, конечно же, действительно все правки остаются на усмотрение автора. И опять же, при том, что есть какие-то предложения по изменению, есть действительно часто предложение «давайте срастим два предложения в одно», чтобы получилась сложно сочиненная или сложно подчиненная конструкция. При этом такой прямой задачи намеренно усложнить текст, насытить его орфограммами, пунктограммами, конечно, нет. Но опять же мы понимаем, что тексты тотального диктанта сложнее, чем школьные диктанты, именно как раз потому, что это срезы современного русского литературного языка, а не методически выверенные тексты из сборников диктантов. Кто-то еще хочет вопрос задать? Тогда можно я еще один задам. Скажите, пожалуйста, в продолжение моего вопроса, есть ли статистика по тому, какие наиболее частые ошибки совершают участники тотального диктанта? Да, я опять могу еще раз перечислить вот те правила. Действительно, чаще всего у участников вызывает сложность пунктуации, особенно пунктуация в сложно подчиненных предложениях. Ставить двоеточие или ставить тире — особая боль, но здесь тоже прокомментирую, что очень часто там, где возможна вариативность, то есть где возможно разное понимание, разная трактовка знаков, филологический совет дает комментарий, что можно и это считать за правильное написание, и это. И в этом тоже отличие от школьных диктантов, что нет в русском языке черного и белого, есть много разных оттенков, вариантов, и от того, как прочитан текст, как его понял участник и что хотел сказать автор, зависит частая расстановка знаков препинания. Тут мы все вот эти каналы коммуникации, все фильтры, через которые проходит текст, стараемся учитывать. С точки зрения орфографии есть вот традиционно сложные места. Это связано с тем, что действительно в русском языке существуют достаточно сложные правила, которые не так просто запомнить, особенно исключения из них и так далее. Это вот как раз 1-2 n в причастиях от глагольных прилагательных. Есть
ошибки, которые удивляют филологический совет. Например, в прошлом году было много ошибок на тоже так же. Есть те сложные слова, которые не так часто нам встречаются в языке, и они тоже ожидаемо, скажем так, вызывают много сложностей. Например, в тексте Андрея Валерьевича это было слово «скрупулезный», и многие писали его с ошибкой, его нужно просто запомнить. И мы, кстати, даем такие подсказки перед диктантом у нас идет всегда акция «12 слов тотального», и вот она должна уже стартовать. Мы публикуем сложные слова, интересные из текстов тотального диктанта. Была как-то ошибка тоже удивительная для филологического совета, когда люди писали с маленькой буквы, например, выражение «Василисин муж», хотя нужно писать обязательно с буквы прописной. Есть целая подборка ошибок в тотальном диктанте типичные. На основе этой подборки в этом году мы создали первый аудиокурс тотального диктанта. Он вышел на сервисе Storytel, и там его озвучивает наш эксперт Ксения Туркова и автор текста диктанта этого года Дмитрий Глуховский. И там очень короткие аудиоролики, которые как раз на основе тех мест, где чаще всего ошибались участники тотального диктанта, рассказывают, как же нужно писать грамотно. Причем Ксения Туркова как раз выступала составителем этого курса, и здорово, что в качестве примеров, опять же, даны цитаты из фильмов, сериалов, из песен, которые знают абсолютно все, абсолютно разные поколения. Это советская классика, и песни, и фильмы там, и «Служебные романы», и «День выборов» есть, и есть песни и Аллы Пугачевой, и стихи Иосифа Бродского, то есть какие-то вещи, которые отзываются абсолютно каждому, и, наверное, являются культурным кодом для людей, которые интересуются и хотят повысить уровень своей грамотности. Поэтому рекомендую послушать. Я еще хочу один дополнительный вопрос задать. Неупотребление буквы «ё» считается ошибкой? Нет, конечно же, не считается, как и не считается, например, когда участник не поставил кавычки, там даже если где они в тексте предполагаются, не считая только ситуации с прямой речью, где это оформление синтаксической конструкции, мы очень спокойно относимся к тому, что точки над «ё» не ставятся, и более того, в текстах тотального диктанта мы допускаем это и понимаем, что это не является, скажем так, закрепленным правилом. «Ё» имеет значение вот именно с точками, там, где это важно для развлечения смысла слова, для обозначения правильного написания, например, фамилии человека и так далее. Вот, поэтому здесь мы спокойно относимся, и, естественно, участники тотального диктанта, им не снижаются оценки за то, что они не употребляют «ё». Спасибо. Коллеги, может быть, еще у кого-то вопросы? Ну, если вопросов нет, то мы, наверное, будем заканчивать. Я хочу поблагодарить наших гостей за то, что пришли, за то, что так подробно ответили на все вопросы, и пожелать удачи и участникам фестиваля грамотности, ну и, конечно, всем, кто будет писать тотальный диктант. Спасибо.